Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Международное право в области прав человека возлагает на государство обязательства по осуществлению деятельности с целью поощрения и защиты прав и основных свобод человека. Это касается также и непризнанных территориальных образований. Приднестровье – регион, который на данный момент не признан ни одним членом международного сообщества, включая и Россию, но функционирует де-факто как полноправное государство с соответствующими институтами – Верховный Совет, избранный президент, министерство и собственная валюта. Пока политики решают, как быть в разрешении молдо-приднестровского конфликта, на левом берегу Днестра продолжается своя жизнь. Она идет по своим местным законам. В главном законе Конституции Приднестровья существует целая глава «Права, свободы, обязанности и гарантии человека и гражданина». Правовое государство – это не только законы, суды, правоохранительные органы, а еще и люди, которые не только уважают права друг друга и не позволяют их нарушать, но еще и умеют их защитить. Большинство участников проведенного опроса в Бендерах убеждены, что они знают свои права. Но на практике, как часто отмечают правозащитники, люди не знают и 10-й части имеющихся у них прав. Печально, но о них не знают и чиновники, которые должны обеспечивать их соблюдение. Знаете ли вы свои права? Немного, наверное. Не знаю, высказывать, наверное, свою точку зрения. Ну, если честно сказать, нет. А почему? Ну, наверное, так. Так, еще, наверное, не пришлось. Когда придется, наверное, будем. Ну, особо-то не знаю, конечно. Права жить. На работу. Работа. Отдыхать. Семья, отдых. Семья, отдых. По-моему, обязанностей больше. Право на труд, право на медицинское обеспечение. Ну и в таком духе. Не знаю. Ну, не нарушать порядок, это. Все, вести себя прилично. Вот, к сожалению, я думаю, что нет. А почему так? Ну, потому что, наверное, мы не интересуемся, не читаем так много. Есть Конституция, там все права определены. Вот ваши права какие? Право на жизнь, право на отдых, право на жилье, много прав. Почему все-таки люди нарушают права других людей? Ну, знаете, как честно сказать, почему? Потому что человек властвует над человеком во вред ему. Наши власти только думают сейчас о себе, а о людях мало. Большинство опрошенных утверждают, что нарушения их прав имели место и чаще всего упоминают в этой связи сферу труда. Прежде всего, это, конечно, задержки или невыплата зарплаты. Мне кажется, все права нарушаются. Куда ни ткнешься, везде что-то обязательно не так. Очень много нарушений и со стороны так называемых добропорядочных граждан, тоже, которые хотят сегодня и быстро обогатиться за счет кого-то и так далее. Я думаю, что права потребителя нарушаются. Удержка заработной платы 30%. Ну, например, зарплату не выплачивают в полном объеме. Ну, уже выплачивают, долг еще не погасили. Мне не нравится, например, вот оплата труда бюджетников. Я считаю, что несправедливо. Ограничивают и саму сумму зарплаты, и то, что вот удержали с нас. Сейчас на данный момент многие водителя не знают как бы законов в ПМР, и милиция может как-то, ну, ДПС, как-то пойти против закона даже. Ну, я считаю, что у нас нарушаются права все-таки людей. То, что не нарушается, оно нарушается везде, во всем мире. И даже в европейских странах я там был, и на Востоке, и на Западе, и в Америке, так называемые процветающие. То, что они на сегодняшний день, допустим, добились там в Норвегии, Швеции, в Голландии, там, в других европейских странах, это все результат борьбы тоже десятков поколений, которые тоже погибали и так далее. Борьба десятков поколений, по сути, доказала, что правами обладает тот человек, который умеет их отстаивать. И не секрет, что в западных государствах человека приучают с пеленок к тому,
тому, что у него есть права, и никто, кроме самого человека, эти права не защитит. Возможно ли в Приднестровье защитить свои права? Еще один вопрос для жителей левого берега Днестра. Довольно часто в качестве защитников нарушенных прав люди упоминают суды. И как не ругают милицию, но в случае нужды все-таки обратятся и туда. А вот для некоторых граждан образ богини правосудия Фемиды видится без повязки на глазах, а на чаше весов денежные знаки. Через дорогого адвоката. Есть которые побогаче, у которых есть деньги, которые, наверное, быстрее могут что-то для себя полезное, ну не полезное, а защитить себя как-то. Не все люди могут себя, наверное, защитить. Что делать человеку, когда его права нарушены? Куда ему? Прокуратуру. Правда, обращались в прокуратуру, толку не было. А как думаете, почему? Ну, на каком-то этапе не действует законодательство нашей власти. Суд, если что, сразу в суд. Ну, пока не обращались. А какой смысл обращаться, если это ничего не дает? Первым делом, наверное, в милицию куда-то, а там уже дальше подскажут, если действительно права были нарушены и попраны. Это тяжело в наше время. А почему? Ну, пока добьешься правды, пока вот это, пока то, все, обходить кабинеты чиновников всяких тяжеловато. Примечательно, что из 10 опрошенных лишь один человек вспомнил об аппарате уполномоченного по правам человека. Ну, есть официальные структуры, есть уполномоченный по правам человека. Он человек государственный. А любой государственный человек, естественно, в первую очередь будет защищать интересы государства. Если это государство на сегодняшний день испытывает определенные трудности, как и любой организм, то оно будет себя защищать. Есть инстинкт тоже у него самосохранения, у этого государства. То есть это через этих же чиновников. У нас, я честно вам скажу, я не знаю здесь правозащитных организаций, которые бы работали бескорыстно. Размышляя о том, куда люди могут обратиться за защитой своих прав, респонденты практически не упоминали депутатов, которые по своему статусу должны защищать интересы своих избирателей. Но не все так безнадежно. Довольно много и тех, кто обращается к депутатам. Обращения выявляют многочисленные случаи нарушений и ущемлений прав граждан. Большинство из них становится следствием безответственного отношения к служебным обязанностям чиновников, их равнодушного отношения к нуждам людей, из налогов которых они получают заработную плату. Оформление гражданства и прописки, лишение прав на собственность, плохие условия содержания заключенных в тюрьмах и СИЗО, проблемы трудоустройства – это далеко не весь перечень проблем, с которыми люди вынуждены обращаться к народным избранникам. В судебном порядке эти вопросы разбираются, но длятся рассмотрения в суде долго, люди оказываются без прописки, не имеют возможность получать пенсии, пособия. Поэтому, конечно, мы оказываем таким гражданам юридическую помощь для того, чтобы они смогли защитить свои права в суде. Бендерский завод «Биохим» в 2012 году перешел в государственную собственность. Сотрудникам до сих пор не возвращен долг по заработной плате в сумме порядка 1 миллиона рублей. Многие были просто уволены. Только завод не ЦАН ПП-биотехнологии, а ГУП «Биохим». Поменяли табличку, поменяли руководителя, людей 140 человек. Вышвырнули, уволили и взяли только тех, кто молчит. Верховный Совет обратился в прокуратуру, чтобы народный орган дал заключение в отношении складывающейся ситуации с невыплатой заработной платы. На основании ответа будет выработан механизм дальнейшего влияния. Поводом для обращения граждан к депутату зачастую становится и проблема с оформлением прописки на территории Приднестровья. Сын учился в Виннице, выписался в Сварнице на время учебы, прописан у мамы. Дом оформлен в Приднестровье, мама все кругом платит, и пенсию, услуги, все в Приднестровье. Но на данный момент, когда он приехал, прописаться обратно мы не можем. Паспортный стол отвечает. Временно не работаем в Сварнице, приказ президента. Встречи с избирателями, знакомство с их проблемами очень часто становится поводом для пересмотра законов. Сейчас в Верховном Совете идет работа по совершенствованию законов, связанных с оформлением гражданства, прописки или выписки. Все больше жителей Приднестровья обращаются в различные государственные органы Молдовы. Несколько лет назад в молдавском селе Варница, расположенном в черте города Бендеры, было открыто представительство народного адвоката. Из 100% 84% это к нам обращались люди из левого берега. Проблема, с которой обращаются люди, это затягивание и бюрократизация процесса, соответственно, какого учреждения. Закон четко гласит, какими инструментами может пользоваться народный адвокат. Но
Основным инструментом является ведение переговоров между людьми, которые оказались в каком-либо конфликте. После того, как вышел приказ по УВКХ о том, что варницы хотят поднять цены на воду, то есть получается 82 лея надо было платить или 4 лея за воду и за канализацию для учреждений Республики Молдова. Была встреча организована, примар села Варница организовал встречу и пригласил Глига, мэра города Бендеры. Это первая встреча, когда встречались в этом формате на Варнице, то есть хозяйствующие субъекты встретились и решили вопросы на местном уровне. Это очень хороший сигнал. Это была действительно встреча, которую можно поставить в пример всем. Потому что после этой встречи было принято решение отменить. Еще одним хорошим инструментом для народного адвоката это рекомендации по улучшению законодательства, если была выявлена какая-то системная какая-то проблема, с которой граждане сталкиваются. Системную проблему можно выявить не только от большого количества обращений. Системную проблему можно выявить даже с обращения одного человека. Чаще всего жители Приднестровья недовольны тем, что не получают социальную помощь в соответствии с законом, а также несоблюдением их права на труд. Каждое 5-е обращение связано с нарушением права на свободу передвижения. Но самое большее количество жалоб связано с документированием населения. Люди не знают своих прав. Они не уверены в том, что их можно восстановить в их правах. Пока они не столкнутся, пока кто-либо им не поможет, не восстановит их права. После того, у меня есть люди, которые один раз ко мне обратились по одной проблеме. После этого они постоянно идут сюда. Вот у меня здесь один раз была девочка, она работала в одном министерстве с Приднестровья. Она пришла как физическое лицо. Тоже проблема с документированием. Включился лично для одного вопроса, включился омбудсман Республики Молдова. Он позвонил министру. Говорит, прошу изучить и принять решение для того, чтобы человек был восстановлен в правах. То есть народный адвокат воспользуется своим правом согласно закону о омбудсмане. Есть такие случаи зарегистрированы у нас, когда люди делают дубликат свидетельства о гражданском состоянии здесь на Варнице, обращаются с этими документами в соответствующие органы левого берега, им отказывают, говорит, это было в Варнице выдано. Человек едет в Кишинев, в архив ЗАГСа, берет тот же документ, просто выдан не X, а выдан Y, да? Тогда этот документ признается. Я не понимаю, почему такое отношение, хотя не секрет, что у меня здесь приходили, я содействовал документированию, в том числе и представители государственной власти Приднестровья. Руководитель центра признает, что ситуация на левом берегу сложная, и у молдавского омбудсмена не всегда есть возможность контролировать соблюдение прав человека в регионе. Меня радует факт, что в Приднестровском регионе по чуть-чуть начался проводить анализ принятых ранее нормативных актов. По чуть-чуть Верховный Совет Левого берега пытается навести порядок в этих моментах. В то же время я надеюсь, что дойдет очередь до других нормативных актах, таких как решение правительства 140 13 мая 2014 года правительство Тирасполя было установлено новые правила расчета оплаты для питания детей в учебных заведениях подведомственных Тирасполя. За детей, которые родители являются госслужащими Республики Молдова, оплачивается в 2 раза дороже в садике. Это является дискриминацией. Дети, они имеют все же права, независимо в какой стране живет, кто папа, кто мама. Почему-то Тирасполь начал делить их на детей, у которых родители работают в госорганах Республики Молдова, и те, которые не работают в органах Республики Молдова. На Варнице есть лицей. Здесь 30% это дети, которые живут в Бендерах. На Варнице есть центр семейных врачей. По статистике он обслуживает Варницу, здесь чуть более 5000 жителей Варницы, обслуживается этих семейных врачей. Плюс, акцентирую, 6000 человек это люди левого берега. Они обслуживаются в рамках медицинского страхования, гарантированного государством. Я не знаю почему, но последние 2 года делаются попытки для того, чтобы вытеснить органы Республики Молдова из региона. У меня входит, что по этому курсу нереальному, который сейчас в регионе, я оплачиваю дороже за воду, за газ, за свет, оплачиваю дороже в 2 раза или в 3 раза. И у меня получается даже дороже, чем в Кишиневе.
Это из-за того, что я защищаю права человека, я представитель омбудсмана Республики Молдова, вот из-за этого я оплачиваю в несколько раз больше за коммунальные услуги. Когда мне включили вот эти коммунальные услуги, я пошел в энергосбыт, он говорит: Слава, извини, но это список дал КГБ. Что имеет КГБ к коммунальным услугам? Депутаты местного совета. Их тоже включили в этот список. Есть учителя есть в лицее Варнинского, которые тоже включили в этот список. Работники ЗАГСа тоже включены в этот список. Работники паспортного стола тоже включены в этот список. Это приводит к обострению именно межчеловеческих отношений. Деятельность представительства направлена на содействие по защите и восстановлению нарушенных прав человека. Для этого народный адвокат наделен всеми полномочиями. Видите на полках литература, которой мы пользуемся. Одну такую книгу, это очень хорошая книга, это продукт Офиса народного адвоката, руководство по правам человека государственных служащих. Если бы государственные служащие пользовались такими книгами, не только для красоты их держали бы на полках, а изучали и руководствовались теми законодательными, которые здесь написаны, я думаю, не было так много обращений бы в Офис народного адвоката, и наша жизнь была бы лучше. К проблемам соблюдения и защиты прав человека активно привлекают внимание местные неправительственные организации. В основе деятельности Тираспольской общественной организации «Медиацентр» лежит сбор точной информации о соблюдении прав человека на левом берегу Днестра. Все материалы публикуются на сайте организации. Руководитель общественного объединения отмечает, что в области трудового права нарушения происходят чаще всего. Право на труд в Приднестровье нарушается тем, что, в частности, тем, что дискриминируются уязвимые группы. Некоторых людей с плохим зрением, незрячих, скажем так, их не ставят в центр занятости, на учет, на пособие по безработице. Я понимаю, что чем это обусловлено, потому что они никогда не смогут, наверное, в данной ситуации обеспечить их работу. Но по закону они должны их ставить на учет и выплачивать им пособие. Кстати, эти люди живут в плачевной ситуации, это даже мягко сказать. Люди с нарушениями слуха, они не становятся в центр занятости на учет, потому что нужно собрать большой пакет документов. А они не в состоянии подготовить его сами. Во-первых, у них недостаточное образование, не у всех, конечно, но у большинства. У них образование приравнено к 9 классам интерната. Дальше это уже право на образование идет. Образование получить они не могут, потому что в Приднестровье нет учебных заведений, в которых бы могли обучаться люди с нарушением слуха, с серьезным нарушением слуха. То есть они исключены из образовательного процесса. Редко у кого есть образование выше того, что соответствует 9 классам общеобразовательной школы. Также существует дискриминация в области трудовых прав для женщин, и для молодых женщин, и для женщин после 45 лет. То есть молодым женщинам отказывают в приеме на работу, причем иногда даже не пытаются это скрыть, объясняя, что вот завтра вы выйдете замуж, потом вы уйдете в декретный отпуск, потом у вас будут дети, вы будете ходить на больничный, поэтому отказывают в трудоустройстве. Женщин старше 45, не только женщинам и мужчинам, но женщинам особенно, отказывают в трудоустройстве, потому что скоро они выйдут на пенсию, потому что в этом возрасте люди часто болеют, а те, которым уже 50-55, уже если они не работают в настоящее время, трудоустроиться практически невозможно. Кто осуществляет в Приднестровском регионе контроль за соблюдением прав и свобод человека? Одной из мер по защите прав на левом берегу Днестра стало принятие в 2005 году закона, которым была введена должность омбудсмена, своего рода арбитра между обществом и государством. Процедура обращения к уполномоченному по правам человека максимально неформальная и гибкая. Доступ бесплатный и открытый для всех граждан. Задача уполномоченного заключается в чем? Осуществлять государственный контроль, проконтролировать, а как эти предназначенные для защиты прав человека государственные органы в реальности функционируют, насколько они выполняют те задачи, на которых возложено на них государством, законом и так далее, и чего от них ждут люди.
В Приднестровье есть законы и нормативы, которые регулируют разные сферы жизни. Казалось бы, большинство вопросов должны решаться в рабочем порядке, но бюрократия и произвол чиновников приводят к тому, что ежегодно тысячи граждан обращаются за помощью омбудсмена в попытке отстоять свои права. Самое большее количество обращений связано с социально-экономической ситуацией. Количество обращений за последних лет 7 неуклонно сокращается. Ну, нет, конечно, разового там сокращения, скажем. В прошлом году было 1200, теперь 1030, понимаете, там 170. Вот примерно в пределах от 100 до 150, 170 ежегодно идет уменьшение количества. Но это совершенно не значит, конечно, что уменьшилось число нарушений прав человека у нас в Приднестровской Молдавской Республике. Ежегодно Верховный Совет Приднестровья заслушивает отчет о деятельности аппарата уполномоченного по правам человека. Нередко омбудсмену приходится призывать государство к проявлению справедливости в вопросах соблюдения прав и свобод человека. Неоднократно выступая в парламенте, защитник гражданских прав отмечает, что его полномочия достаточно ограничены. Уполномоченный не принимает вообще ни в какой области обязательные к исполнению решения. Он вынужден обращаться к кому-то. А обращаясь к кому-то, он выступает в роли такого же истца или ответчика. Напряженной видится приднестровскому омбудсмену ситуация на рынке труда. В докладе он отмечает, что государство не справляется с обязательствами по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы. Сегодня среди задолженников по выплате заработной платы у нас есть предприятия, которые ритмично в 2 смены, а то и в 3 работают, отгружают продукцию, но неизвестно, куда поступают средства от ее реализации, и каждый раз говорят, что у нас нету средств. С каждым годом сумма долгов государства перед гражданами увеличивается. У нас общая задолженность по заработной плате перед работниками превышает уже, наверное, 550 миллионов рублей. Это почти годовой фонд оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике. Историческая задолженность, та, которая тянется еще с колхозов, которых уже давным-давно нету, совхозов, которых давным-давно нету, заводов, которые, помните, сколько было в Тирасполе предприятий или в Бендерах, а сколько и сегодня осталось, да? А задолженность осталась. Кому ее предъявлять? Государству? Да государство не может платить текущую зарплату, а еще задолженность хотите, чтобы она вернула. Я ставил вопрос так перед всеми, и перед президентом, и правительством, и Верховным Советом, что моя позиция сводится к тому, что государство должно сделать все для того, чтобы не росла текущая, не возрастала задолженность. А прошлый год был самым урожайным, потому что получилась задолженность в размере почти 300 миллионов рублей. Омбудсмен отмечает, что Верховный Совет принял изменения в Уголовный кодекс в части нарушения закона, которые касаются невыплаты заработной платы. По его мнению, парламентариям нужно снова вернуться к этому вопросу и ужесточить наказание за такие преступления. Но вы совершенно не сгармонизировали его в части санкций. Если в России за наказание за невыплату заработной платы предусматривает возможность назначения штрафа в размере до 500 тысяч рублей, то мы установили максимальный размер штрафа 600 РОНЗП. Это несоизмеримые величины. Каждый человек имеет право на труд и на его справедливую оплату, гласит Всеобщая декларация прав человека, статья 24. На протяжении 8 месяцев в 2015 году пенсионеры и работники бюджетной сферы на левом берегу Днестра оказались в режиме ограниченных финансовых возможностей. С марта по сентябрь зарплаты и пенсии в регионе выплачивались в размере 70%, в октябре в размере 80%. Задолженность по выплатам достигла 60 миллионов долларов. Как долго вы сможете держаться на урезанной пенсии? Вот как я отношусь к пенсии. Вот я с аптеки. Вот это я беру на пенсии. Вот 245 рублей я сейчас вот оставил в аптеке. Вот. И что я могу приобретать на пенсии? Я даже не знаю, где у нас в Бендерах мясные продукты продают. Тяжело, трудно жить, раз срезали с 40. Мы не работаем нигде, только на пенсию надеемся. Цены у нас повышены, завышены даже, не то скажу повышены. И буквально 2 недели можно прожить на эту пенсию, которую получаем мы, пенсионеры.
Куда денешься? Тянешь, чего-то лишаешь себя. Люди страдают. Коммунальные уходят много денег. Старикам по 80 лет уже пора бы не брать это было бы пенсию. 700 рублей пособие на троих. На 3 детей? Да. На работу не берут с маленьким ребенком. Это просто беспредел. Это я еще удивлен, как это люди выживают. Обещают вернуть. Дадут, и я уже буду на том свете, когда не дадут. Правительство региона приняло решение информировать население о размерах накопившейся задолженности. Пенсионерам выдавались вместе с пенсиями справки с цифрами долгов, а бюджетникам при получении заработной платы. Такие справки получали и те, кто уже уволились из бюджетных организаций. По справке с цифрами долгов государства перед гражданином невозможно ни хлеба купить, ни оплатить коммунальные услуги. Нарушено право на достойную жизнь. Рассказали случай. Женщина на почте уплатила за коммунальные услуги, и у нее до середины, на целый месяц осталось 50 рублей на руках. С ней случился инфаркт. Моя мама получает пенсию Приднестровскую. А вот как вы считаете? Моя жена получает Приднестровскую зарплату. Насколько это законно? Возьмите Конституцию Приднестровья, прочтите. Согласно закону Республики Молдова, это нарушение конституционных прав человека. Все. Кто-то скажет, что это вопрос нарушения прав и свобод человека. Да, официально это так. Но давайте не забывать, что Приднестровье не признанное государство. Оно живет в недружественном окружении. Естественно, то, что предлагает сейчас Киев и Кишинев, без учета интересов Приднестровья, не улучшает экономическую ситуацию, а только ухудшает. В Приднестровье все предприятия были вынуждены зарегистрироваться в Республике Молдова. Естественно, что часть налогов уже попадает не в приднестровский бюджет, а попадает в молдавский бюджет. Естественно, что Украина заблокировала движение приднестровских грузополучателей и грузоотправителей, тем самым изменила логистику и изменила реальную экономическую ситуацию. Что в таких случаях происходит даже в признанных государствах? Естественно, падают объемы, падает выручка, падает налогопоступление. Несмотря на то, что приднестровские власти сейчас пошли на ряд неординарных мер, снизили налоговую нагрузку, снизили тарифы для многих предприятий, тарифы на газ, снизили стоимость патентов, все равно это не спасает ни крупный, ни малый бизнес. Когда в бюджете нет денег и наступает критическая ситуация, нужно экономить, нужно находить резервы. И понятно, что в таких случаях даже признанное государство, а история об этом показывает не один раз, вспомним историю Соединенных Штатов Америки, которые в момент кризиса просто изъяли у населения золото. Это по-революционному называется экспроприация. Такие случаи есть. То есть государство вправе определять иногда те критические моменты, когда права и свободы будут нарушаться. Но в интересах государства и в интересах выживания его, либо в интересах той группы людей, которые это делают. Примечательно, что сразу после выборов в Верховный Совет появились деньги и начались постепенные выплаты долгов. Но на сегодня задолженность перед бюджетниками в Приднестровье составляет около 30 миллионов долларов США. По словам приднестровского омбудсмена, в аппарат уполномоченного не поступали жалобы от граждан на сокращение пенсий и зарплат. Люди же прекрасно это понимают, что с учетом того, что уполномоченный не обладает никакими полномочиями, по большому счету. Но это, кстати, не только у нас, это везде, уполномоченный нет. И его задача обратить внимание государственных органов и должностных лиц на ту или иную проблему. Обязать кого-то это сделать я не могу. Суд может, уполномоченный нет. Вынужденная мера или грубейшее нарушение прав человека, закрепленного в Конституции, Законе о пенсионном обеспечении и Трудовом кодексе? На этот вопрос ответа пока нет. В Приднестровье вовсю идут финансовые проверки. По запросам парламентариев проводится тотальное исследование всех сделок последних лет. На одной из пресс-конференций прокурор Приднестровья высказал свое мнение о сложившейся ситуации. Мерами прокурорского реагирования, прокурорскими проверками 30% в бюджете не появятся. Никто не говорит о том, что невыплата заработной платы вписывается в рамки закона. Никогда никто, и прокуратура об этом не говорила. И больше того скажу, что прокуратурой направлено большое количество заявлений в суд о взыскании начисленной невыплаченной заработной платы. Я обращался в адрес Верховного Совета, в адрес правительства,
соответствующими информационными записками. Нам закон о прокуратуре позволяет лишь информировать о нарушениях закона высшие органы госвласти, в частности Верховный Совет и правительство. Мы не полномочны их привлекать к ответственности какой-либо, я говорил об этом неоднократно. Информировали о необходимости принятия мер. А почему прокурор должен был выступить? Прокурор должен был реагировать. Я подал заявление в суд на действия правительства. Тираспольский суд, судья Вильгаук, у меня не приняла заявление. Почему? Да потому что я не представил документ, который оспариваю. А документа этого нет. Есть мнение президента, есть мнение премьера Туранской. Какой документ? А документ решение правительства, покажите. А его нет. Я писал письма в правительство, предоставьте. Они не предоставляли, какие-то отписки. И все, я реагировал, пытался реагировать как председатель общественной организации Фонд защиты прав человека и эффективной политики, и как редактор, к которому обращались люди. Я вот писал. То есть у вас даже не приняли заявление? Не приняли заявление, а прокурор должен был реагировать. Закон о петициях нарушается. Опять же, уже другое право человека нарушается. Право на подачу жалоб. Надо отметить, что полномочия у прокуратуры с 2012 года довольно ограничены. На это, кстати, обращал свое внимание в отчетном докладе о соблюдении прав человека в Приднестровье старший эксперт ООН по правам человека Томас Хаммарберг, где он отмечал, что ему непонятна роль прокурора. Вернуть прокуратуре прежние полномочия. С такими предложениями выступили в апреле текущего года парламентарии. Кроме этого, Верховный Совет принял в первом чтении законопроект, наделяющий прокуратуру правом осуществлять надзор за исполнением действующего законодательства главой государства и правительством. Поводом послужили указы, противоречащие законодательству, такие как о введении обязательного автомобильного страхования ОСАГО и о регулировании ситуации на валютном рынке. Насколько важен в вопросах соблюдения прав человека голос общественных организаций, таких как профсоюзы и Общественная палата. Николай Бучацкий полагает, что то, что происходит сейчас в регионе, своего рода лакмусовая бумажка для всего гражданского общества. Лакмусовой бумажкой для этих организаций было лишение пенсионеров и бюджетников 30% пенсии и заработка. Представители всех этих организаций присутствовали на заседании этого пресловутого клуба или комиссии какой-то при правительстве, в которой родилось это гениальное решение. А эти организации должны были срочно выступить с протестами, подать заявление в суды, в Верховный Совет, потребовать отмены, к президенту обратиться, должны были реагировать. Но никто из них не среагировал. То есть их нет. Но вот то, что произошло, одним словом, как можно назвать? Беспредел. Правовой беспредел. Более года эксперт ООН по правам человека Томас Хаммарберг изучал ситуацию в сфере соблюдения прав человека в Приднестровье. Он посетил места лишения свободы, детские дома, приюты и больницы. Итогом масштабного исследования стал доклад, который содержит 38 рекомендаций приднестровским властям по улучшению ситуации. Томас Хаммарберг пришел в ужас от состояния дел по защите прав человека в Приднестровье. Он дал свои рекомендации. В ответ на эти рекомендации почти через год почему-то Министерство иностранных дел предложило 9 пунктов, из которых ни одно не выполнено. В всяком случае, нет информации о том, что они как-то выполнили. А потом, почему нет информации? Да потому что результатов нет. Учитывая огромный дефицит бюджета региона, денег на финансирование масштабных мероприятий, на которые указал эксперт ООН, нет. Для решения многих проблем необходимо привлекать международную помощь. К примеру, без нее не обойтись при строительстве многопрофильного медицинского центра для заключенных. Правосудию и правоохранительной системе эксперт уделил особое внимание. Это касается деятельности судов, милиции и тюрем. Система давно нуждается в серьезных реформах. К такому выводу пришел Томас Хаммарберг. Доверяет ли население правосудию и правоохранительным структурам, таким как милиция, прокуратура и суды? Опрос выявляет плавающую степень доверия. Не могу сказать по поводу того, доверяю или нет, но то, что я к ним стараюсь не обращаться, это 100%. Нет, не доверяю. Почему?
Ну, потому что много разных слухов ходит, что они не особо честно работают. Пользуясь служебным положением, могут как-то человека, к примеру, осудить в чем-то, подставить. Ну, такие вот ситуации бывают в жизни. И в судах, и в прокуратуре, и в МВД есть люди и такие, и такие. Есть и те, которые, допустим, с которыми можно работать, можно говорить, которые соблюдают закон и уважают себя. А есть те, которые пришли, чтобы быстро заработать и, ну, скажем так, тихо уйти в небытие. Таких очень много. Я бы за то, чтобы судей избирали. Если начинать эти права, добиваться их, то я думаю, что могут возникнуть проблемы. Я не могу голословно обвинять, но мое мнение, что во многих случаях это все бессмысленно. Если вы бы провели этот опрос на улицах Парижа, Киева, Москвы, Кишинева, Бухареста, Осло, Стокгольма, Хельсинки, вы получили бы точно такой же ответ. Или близкий к этому ответ. Окончательное разрешение вопроса по поводу восстановления нарушенных прав человека возможно только в суде. Суд. Степень доверия людей зависит от того, какой они получают в ответ результат. Ну, давайте возьмем для начала суды. Естественно, суды – это притча во языцах. Любой суд, который происходит, это суд решает спор двух сторон. То есть истец и ответчик – это всегда противоборствующие стороны. Кто-то проиграл. Не знаю случаев, когда проигравшая сторона довольна. В любом случае, даже если порок наказан, то бывает то ли наказание не той степени, то ли еще что-то другое. Поэтому, естественно, есть недовольные. Но момент в другом заключается. Соблюдены ли главные, скажем так, моменты справедливости? Ведь юстиция как означает? Справедливость. Так? Поэтому главные моменты справедливости, если судья смог соблюсти, то это недовольство, скажем, есть, но оно не имеет такие, скажем, принципиальные значения. Другой момент, когда суд выносит явно немотивированное решение, не на основе закона, не выдерживает никакой критики. Я помню, когда в Приднестровье мы рассматривали вопрос в Григориополе, был задержан мужчина за кражу велосипеда, не какого-то спортивного байка, а обыкновенного старого советского велосипеда. Он за это дело получил, если мне память не изменяет, 7 лет тюрьмы. Говорите, вот это вот наказание соизмеримо со степенью проступка. Естественно, нечистоплотные судьи в связи с адвокатами могут создавать преступные тандемы. Но, подчеркиваю, могут. А вот доказать этот тандем можно только с одной помощью. Можно доказать это с помощью тех лиц, которые знают об этом и которые могут способствовать разрушению этого тандема, то есть заявлением в правоохранительные органы. Люди на это практически не идут. Почему не идут? Потому что, опять же, не верят в систему. И это получается какой-то порог, замкнутый круг. О каком доверии населения к правосудию можно говорить, если ему порой не доверяют и сами правозащитники? Независимость судебной власти у ряда из них вызывает большие сомнения. Суды в Приднестровье есть единственное государство в мире. Я не знаю практику стран Центральной Африки, но Приднестровье единственное государство в мире, где всех судей назначает президент и освобождает от должности. Президент не может оценивать работу судей, поэтому за него эту работу делает кто-то из окружения. И делает и оценивает он их не с точки зрения эффективной работы по защите прав человека. Нормальный судья, он зависит только от закона, от Конституции. Больше ни от чего. Ни от моего звонка, ни от вашего звонка, ни от звонка президента. Есть Конституция Республики Молдова, есть закон. Насколько принципиально принимает решение в соответствии с законом, это показывает независимость каждого судьи в отдельности. Сейчас у нас есть возможность критиковать действия какого-то судьи и, пропагандировать наиболее приемлемые формы работы другого судьи какого-то. И судьи должны избирать население. Коррупция и злоупотребление властью должностными лицами, силовой беспредел, против которого бессилен даже Верховный суд, несоблюдение норм закона, сфабрикованные обвинения. Известная поговорка «от сумы до тюрьмы не зарекайся» очень часто приобретает в Приднестровье вполне конкретный смысл. В ходе допроса мне мой подзащитный сообщил, что с того момента, как его задержали в тюрьме Глиное и везли в город Тирасполь, он находился на заднем сидении. Был пристегнут человеку в маске,
И на этот человек в маске начал наносить бутылкой полной жидкостью по голове. И говорит, ну что, мы же тебе сказали, что мы тебя не отпустим. Все эти факты нашли свое отражение в протоколе допроса подозреваемого. Любой прокурор, любой куратор Следственного комитета может истребовать материалы дела и убедиться в этом. Следователь не хочет обращать внимание, что мой подзащитный задержан за те деяния, которые он совершал на территории Республики Молдова. А именно, он занимался предпринимательской деятельностью на территории Республики Молдова. Но, по мнению гособвинения, он должен был платить налоги и был зарегистрирован в ПМР. Это получается, любые предприниматели, которые сейчас работают в селе Варница под юрисдикцией Молдовы, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Это нарушение, вопиющее нарушение вообще всех норм. Со слов своего клиента знаю достоверно, что весь конфликт, произошедший в селе Варница с постановкой вагончиков в виде постов, это и послужило причиной возмездия всех определенных, всех должностных лиц, которые были замешаны в этом деле. В суде стало известно. Он был пристегнут в неудобной позе, получается, наручниками, пристегнут к сейфу и нога задрана вверх. И ходили, также пинали. Человек в возрасте, прошу обратить внимание. Они ему задавали вопросы, сколько он дал денег в Верховный суд, чтобы его отпустили. О какой мы говорим справедливости и отсутствии страха у судей, чтобы они принимали законное решение. Он говорит действительно правду, что я не давал никому денег, мы добились правды сами. А если бы другой бы просто оклеветал бы судьи бы пострадали. Конечно, люди боятся. О каком правосудии в нашем государстве может быть речь? Суд независим должен быть всегда, неприкасаем должен быть всегда. И судья должен быть уверен, что никто не посмеет даже заикнуться в его сторону. По моему мнению, суды все запуганы. Почему мы, возможно, порой и не добиваемся правды. Тема, связанная с нарушениями прав человека в местах лишения свободы, закрыта для непосвященных. Однако немало можно почерпнуть из бесед с людьми, побывавшими в заключении. Николай Бучавский расследует и публикует собранные им сведения на страницах газеты «Человек и его права», призывая власти на них реагировать. Реакция есть. Судебные процессы, в которых он защищает уже свои права. Сейчас я второй судебный процесс переживаю по иску Кузьмичева, бывшего министра внутренних дел, на одну и ту же статью «Пытки как норма следствия». Существует у нас тоже в нашей действительности такое позорное и опасное и страшное явление, как пытки в правоохранительных органах, в результате чего тюрьмы заполнены людьми невинными, а преступники настоящие остаются на свободе и продолжают совершать новые и новые преступления и правонарушения. Из-за того, что у невиновных получены признательные показания под пытками. В последней газете у меня опубликована большая статья «Лечить или калечить». В Приднестровье самое большое число заключенных на 10 тысяч жителей в Европе. Порядка 75-80 человек. Из признанных государств на первом месте в Европе Россия и Грузия 59, но там видят это несоответствие и борются как-то с этим, ищут причины, какие-то решают вопросы и проблемы. В Молдове 30 человек, в Финляндии 4,9 человека, а у нас забиты тюрьмы. Перенаселенность, санитарные условия жуткие, кормежка, они с ума сходят от безделия, у них нет работы. Эта система только калечит людей, она убивает личность, калечит судьбы, издевается над их родными, является раковой опухолью приднестровского общества. Я вам скажу даже причину. Дело в том, что дело опять в установке. А установка этими правоохранительными органами поставлена на противостояние, противопоставление правоохранительных органов и остальной части населения. И они борются с нами, они не работают, а борются. Видимо, то, что после распада Советского Союза правоохранительные органы, куда входят в том числе и МВД, и прокуратура, и сегодня уже есть и Следственный комитет, и другие структуры, они не смогли
взять новый ритм работы, либо хотя бы сохранить старый. Напомню, что в принципе раньше сотрудники внутренних дел, работники милиции, они пользовались достаточным уважением. И я знаю, что какой проблемой было, к примеру, сотрудникам милиции перевести задержанного пьяного гражданина, чтобы, не дай бог, он не упал и не набил себе шишку. Тогда состоялся рапорт, и эти сотрудники могли лишиться многих выплат к своей зарплате в том числе. Сегодня немножко ситуация другая. В милицию и в правоохранительные органы иногда приходят люди, которые больше думают не о исполнении долга, а о каких-то своих сугубо меркантильных интересах. То есть это люди, по большому счету, временщики. И вот эта вот текучесть кадров, которые есть и в милиции, и в правоохранительных органах, наверное, подтверждает это. Какое бы преступление ни совершил человек, он должен понести ответственность в соответствии с законом по решению суда. В большинстве случаев, как отмечает Николай Бучацкий, власти закрывают глаза на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. Это видео с камер видеонаблюдения в коридоре следственного изолятора в Бендерах. Андрей Баданов, директор муниципального предприятия, после того, как провел в камере следственного изолятора 72 часа, был освобожден за отсутствием улик и снова помещен туда по другому обвинению, без санкций прокурора. 3 дня спустя он был перепровожден в городскую больницу. 2 врача в ходе врачебного осмотра выявили множественные телесные повреждения: переломы носа, челюсти, отсутствие 8 зубов, сильное сотрясение мозга. Однако сотрудники милиции объяснили, что в ходе временного заключения мужчина сам себе нанес эти повреждения. Действительно, такие случаи есть. Я бы даже сказал, что, наверное, в той форме, как принято считать понятие пытки, у нас они почти не существуют. Почему говорю почти? Я оставляю тот самый 0,01% на то, что все-таки есть дураки, которые могут это делать. Но, по моему мнению, у нас чаще всего встречается такая форма, которая тоже признана пытками, это нечеловеческое содержание. Нечеловеческое содержание, либо нечеловеческие там условия, в которых находится задержанный, либо арестованный. Вот это одна из форм пыток. Вот дело Баданова, о котором говорили много в свое время, это, скажем, немного даже другое. Это уже чистой воды пытки, потому что, насколько мне известно из заключения судебно-медицинской экспертизы, в том числе и работники прокуратуры, полагали, что сам Баданов нанести себе такие травмы не мог ни при каких обстоятельствах. Но сотрудники правоохранительных органов, то есть Министерства внутренних дел, отказывались и смогли с помощью ряда документов заявить о том, что это не произошло. Они не предприняли в отношении никаких действий. Естественно, это не вяжется ни с каким здравым смыслом, и, по моему мнению, это было чистой воды пытки. Система не способна была отреагировать на это. То есть, понимаете, одна часть системы, прокуратура, судебно-медицинской экспертизы, говорит, что это пытки, зафиксировала, а другая часть системы говорит, нет, это не пытки. Это он сам упал с кровати, образно говоря. То есть, по большому счету, защищали не честь государства, а защищали честь мундира, так называемую корпоративную честь мундира. К чему это может привести? К тому, о чем я говорил ранее. Степень доверия вот к таким сотрудникам правоохранительных органов, конечно, в обществе моментально падает и еще ниже. Насколько я знаю, дело Баданова до сих пор не движется. Ведь о деле Баданова знают о тех физических страданиях, о тех травмах, которые он понес во время содержания в Бендерском УВД. Но ведь никто не вспоминает о том, что главное его право было нарушено, это право на труд. Ведь обратите внимание, он сейчас на свободе. С работы его уволили. На каком основании? То, что ему предъявили обвинение, извините, до сих пор нет судебного процесса. Это висит в воздухе. Но право на труд, а на что человек должен жить? Поэтому у Баданова самая главная ошибка тех органов, которые должны защищать права и свободы граждан, в том, что они не защитили его право на труд. Кто скажет, на какие ресурсы, на какие средства должен жить Баданов и его семья? Это получается, что человек, будучи в статусе директора, против него возбуждают уголовное дело. И это уголовное дело до сих пор не прекращено. Человек ходит по кругу, у него изымают практически все, вплоть до обуви. Вплоть до обуви. Это звучит, конечно, издевательски, но так оно было. И человек сегодня не имеет средств существования. И никто его на работу сегодня не берет.
Вот это вот, по-моему, гораздо тяжелее, чем те физические страдания, которые он перенес в стенах Бендерского УВД. Николай Бучацкий опубликовал не одну статью о жестоком обращении с задержанными на основе свидетельств, посланных в его газету. Хотя в Приднестровье пытки запрещены, однако ответственность за их применение не определена. Не разработан механизм наказаний за нарушение закона. У нас были случаи, когда выявлялись эти, это с самого начала. Сейчас очень строго. Есть осужденные за насилие, за жестокое обращение, есть осужденные сотрудники полиции. Есть такие случаи. В Приднестровье я таком не слышал. В Республике Молдова всегда были проблемы с изоляторами временного содержания в комиссариатах полиции. Анализ и выявленные проблемы привели к тому, что правительство Республики Молдова было обязано, и она выделила деньги на реконструкцию и на ремонт вот этих мест лишения свободы. На внедрение стратегии реформирования системы юстиции Евросоюз уже выделил Молдове 60 миллионов евро. Так, при финансовой поддержке Совета Европы и Евросоюза органы власти установили средства видеонаблюдения во всех 38 следственных изоляторах страны для предотвращения пыток и жестокого обращения. Во многих следственных изоляторах была проведена реконструкция помещений для проведения допросов в соответствии с международными стандартами. По Дзержинского 46 есть комендатура, где полиция, милиция, да. И там есть изолятор временного содержания. Там камеры разделены, половина камер относится к милиции, половина камер относится к полиции. Условия содержания в молдавской камере и можешь заснять условия содержания в приднестровской камере. Есть большая разница. Но если там еще советского типа эти тумбы деревянные, приднестровские, нет ни окон, только дверь. И все. И туалета нет. И воды нет в камере. А в молдавской камере окно, окошко, стеклопакет даже удивился, кровати эти двухъярусные, умывальник, туалет, светло, все, есть и натуральное освещение, и искусственное освещение. 2 молдавские отремонтированы, а 2 законсервированы. В них не имеют права содержать. Если член Конституционного совета, или представитель, или я, или другой служащий, или даже контролирующий орган, вышестоящий МВД, установить, что в этих камерах содержит человек, то это вплоть до возбуждения уголовного дела. Предотвращение пыток и борьба с безнаказанностью в местах лишения свободы и психиатрических учреждениях. С такой целью впервые в регионе был создан общественный консультативный совет при уполномоченном по правам человека. В него входят представители общественных организаций, журналисты, юристы, правозащитники. Если мы работаем в сфере недопущения пыток, то мы хотели бы провести мониторинг в местах несвободы не только таких, как туберкулезная больница или психиатрическая больница, что, конечно, тоже очень-очень важно, особенно психиатрическая больница. Но в СИЗО или УИН нас не пускают. То есть уполномоченный уже более года назад дал такие запросы, письма-запросы. Мы не получили отрицательный ответ, но мы не получили и положительный ответ. То есть мы не получили никакого ответа. Повторюсь, что прошел уже год этого ожидания. То есть общество не знает, какая реальная ситуация. В тюрьмах представители общественного совета не допускают провести там мониторинг. Даже и Калько говорил здесь, Катрабаю Михаил Иванович, о том, что я неоднократно отправлял запросы, чтобы организовать посещение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но до сих пор не получил ответа, там часто меняются министры, организация-то остается. То есть я считаю, это не оправдание. Те же руководители силовых структур, да, они должны понять, что консилиум по причине пыток – это общественная поддержка. Если критиковать, то критиковать не для того, чтобы кого-то очернить, а критиковать для того, чтобы улучшить. Медиацентр запустил телефон горячей линии для тех, кто пострадал от пыток или жестокого обращения. По имеющейся информации уже поступают жалобы. Очень важно в такой работе, чтобы собирались именно факты нарушения прав человека, а не мнения людей. А если бы работал консультативный совет по причине пыток, да, на левом берегу Днестра, вот Дорошенко, если имела бы допуск, тогда она бы сказала достоверно. Говорит, я видела своими глазами, что это неправда или это правда. Вот для чего нужен Конституционный совет. Для того, чтобы показать реальные вещи. Я предложил, давайте в Кишиневе есть Конституционный совет, в Тирасполе есть Конституционный совет, давайте объединим этот Конституционный совет. Бывший омбудсман был готов обеспечить в методических целях, чтобы показать, как мы проводим мониторинг, обеспечить доступ этих представителей гражданского общества Левого берега, чтобы они видели, чтобы они заходили в этих местах лишения свободы. Этого не было сделано. Тирасполь ни да, ни нет не сказал.
Ситуация с соблюдением прав человека в Приднестровье свидетельствует о наличии некоторого разрыва между провозглашаемыми Конституцией правами и свободами и их реальным воплощением в жизнь граждан. Вот это непризнанность, во-первых, с одной стороны. С другой стороны, синдром осажденной крепости, который эксплуатируется нашими руководителями. Вот мы сначала должны выстоять вот здесь, в окружении вражеском, вокруг, а потом уже будем строить права человека. А сейчас мы в осажденной крепости, и надо подчиняться коменданту этой крепости. Задача общества, в первую очередь гражданского общества, как и самой государственной машины, то есть системы в целом, это создать баланс, создать систему нетерпимости, создать систему автоматического исправления этих ошибок, чтобы не было прецедентов, когда человека осудили незаконно, и он в тюрьме находится незаконно, потому что, видите ли, не учли какие-то обстоятельства. Есть очень хорошая инициатива, чтобы в формате +2 создали, была инициатива, начата, почему-то от Тирасполя не было ответа, ОБСЕ очень сильно поддерживает, чтобы создали подгруппу по правам человека. Создание такой группы было бы дала бы возможность даже омбудсману Приднестровья поднимать проблемы на более высокий уровень. Нет ответа, а именно разработка всяких там оплат коммунальных, непризнание тех документов, это приводит опять же к возникновению новых проблем. Я был бы рад, если на левом берегу провелась бы какая-то ревизия. Потому что за последние 4 года очень ухудшилось положение обеспечения социального обеспечения на левом берегу. Несомненно, что неурегулированность политического конфликта тормозит изменения в этом направлении. В Молдове продолжаются реформы в направлении демократического развития. Хотя надо сказать, что и они не всегда идут успешно. И это при том, что Европейский Союз оказывает в этом направлении усилия и вливает в реформы Молдовы значительные ресурсы. В то же время Тирасполь стоит в стороне от этого процесса и от этой помощи. Приднестровье сегодня не меньше нуждается в реформах. Я последний раз был в Европейском, в Страсбурге. Там судьи Европейского суда приезжают на работу на велосипедах. Вы бы видели, когда сотрудник полиции там жестикулирует. Он остановил вот так водителя. Или когда, чтобы человек видел, он такой реверанс сделает, он видит, чтобы проехал. Это отношение. Сотрудник полиции тоже человек. Он получает заработную плату с наших налогов, с налогов производителей. Я тоже получаю зарплату с налогоплательщиков. Вот нормальная реформа к чему приводит. Ее человеческие отношения, просто человеческие отношения в повседневной жизни. Не только в этом кабинете, а и за пределами порога этого кабинета. Если каждый в отдельности, вот человек, который на поле трудится, выполняет свои обязанности, и до президента страны, представителя парламента, представителя правительства, и так далее. То есть все выполняют свои обязанности, это не будет нарушения прав человека. Просто все. Есть очень хороший законодательный акт, очень хороший, но они просто не выполняются. А реформа, которая проходит в Молдове под патронажем и еще вдобавок на деньги международных доноров, это, конечно, профанация. Доказываю это очень легко и просто. Вы посмотрите, как себя ведет дорожная полиция на дорогах Молдовы, хотя бы в период лет 10 назад, и как она ведет сейчас. Очень часто слышны сообщения о том, что тот или иной полицейский был задержан за и так далее по тексту. А эти реформы идут. Мало того, реформа судебной системы не принесла какого-то серьезного результата. Об этом говорят эксперты. Мало того, реформа юстиции также не особенно популярна. Евросоюз выражает озабоченность, но ведь деньги на это были потрачены. То есть задача не в том, чтобы дать деньги, образно говоря, дать удочку, чтобы человек научился ловить рыбу и кормить себя, и стать цивильнее, образованнее и так далее и тому подобное. Нет. Задача в том, чтобы поменять мышление человека. Для этого надо менять мышление всего общества, чтобы общество была нетерпимость к нарушениям. Ведь виноват не тот, кто берет взятку, а виноват тот, кто ее дает. Это равнозначно сейчас везде существует. Поэтому мое мнение, что такие реформы нам не нужны.
И не забывайте, что можно было бы эти деньги на реформы точно так же тратить и на Приднестровье. А почему не тратят? Потому что Приднестровье не признано. Вот тогда возникает следующий вопрос. Значит, на дороги, к примеру, на какие-то гуманитарные проекты можно тратить деньги Евросоюза, а на реформу судебной системы, правоохранительных органов деньги нельзя тратить. Нелогично. Вот здесь вот и есть нарушение прав и свобод группы, социальной группы одной или нескольких людей. Вот в этом я усматриваю нарушение прав и свобод жителей Приднестровья. Что тормозит процесс поддержки Евросоюзом реформ в Приднестровье? Видимо, пока не будет найден вариант политического урегулирования, ожидать перемен к лучшему не стоит. Хотя в изменениях жизни к лучшему нуждаются люди на обоих берегах Днестра. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.